Весь мир кричит, говорит never again. Что? Тебе говорят, что тебя не существовало, этой с твоей страны нет. Я закончилась, профессия закончилась. Нет больше певицы Джамалы. Эта песня сейчас еще больнее звучит. Это же просто геноцид средь белого дня. Я просто была мамой, которая в шоке увозила своих детей. Успешная, красивая, независимая. Мы не можем сдаться, мы не имеем права. Как бы нам тяжело сейчас не было. Я просто вспомнила, что я, например, в детстве всегда очень сильно боялась войны из-за того, что вот мы слышали и от родных, и из истории. Мне даже снилась иногда война, и все. Но ты настолько глубоко тоже в этой теме, понятное дело, что там 1944 и все. То есть вот как-то могла ли ты когда-то представить, был ли у тебя такой страх, что это может повториться, и почему это вообще повторяется? Я тоже не знаю вообще, как отвечать сейчас людям, которые мне говорят: «Привет, как дела?» Или вот уже, не знаю, сотни интервью, которые я даю, без преувеличения на все СМИ. э, И каждый раз все начинаются интервью «Hello, how are you?» И мне вот просто реально сейчас сложно отвечать на вопрос «Как дела?», потому что дела мои сейчас такие, что у меня война. И я никогда не могла подумать, что я настолько буду к этому не готова. То есть, условно, если бы были какие-то курсы подготовки, можно было бы на них пойти или что-то в этом духе. Да, мы слышали какие-то слухи. Да, я знаю о войне не понаслышке, и от прабабушки, и от бабушки, и от дедушки, и от родителей, и от всех-всех-всех. Мы постоянно в доме нашем, мы только садились за стол, и мой дедушка постоянно рассказывал про депортацию, о том, как он не был никогда в жизни сыт хлебом. И я все время даже маленькая немножко злилась, мне это раздражало, что, боже мой, сколько мы будем вспоминать вот это вот плохие моменты и так далее, и так далее. Просто 24-го утром в 5 утра, когда мне Бекир сказал, разбудил меня и сказал, что началась война и Россия на нас напала, у меня было оцепенение такое. Я, наверное, думаю, что все это испытали, но вот я настолько была в шоке, что я сама от себя не ожидала. Я была какая-то знаешь, вот какой-то как во сне. То есть я все слышу, я все вижу. То есть прежде всего я проверила там, где дети, да, я их собрала. Но я не могла до конца вообще осознать. Мы спустились, там нашли где-то парковки, там, где у нас был прописан этот наш бомбоубежище и так далее. Но это полный вот блок всего. То есть невозможно подготовиться к войне, невозможно. Наверное, кто-то более организованный или что, не знаю. Но у меня был шок. И шок был где-то неделю, вот прям конкретно. Я помню, что вот все 5 дней, пока мы добирались там до границы, потом к сестре я приехала уже 28 февраля. И вот только 28 вечером, наверное, я как-то чуть-чуть вообще поняла, что произошло. А 29-го уже собрала большую пресс-конференцию в Турции, где были все СМИ, и там же, конечно, я должна была, знаешь, вот такое было ощущение, что все, я закончилась, профессия закончилась, нет больше певицы Джамалы, есть гражданин своей страны, в которую ворвались, которую забирают, и я должна что-то делать, понимаешь, вот такое вот. Ну, вот честно говорю, что даже несмотря на то, что я и пою сейчас 1944, но вот не могу сказать, что я его даже сейчас пою. Потому что это даже что-то другое. Я его не пою, я его плачу, понимаешь? И одно дело, да, я музыкант, я люблю каждую ноту, я люблю то, что я делаю, да, то есть как бы иначе нет смысла заниматься музыкой. Но сейчас это что-то другое, это что-то необъяснимое, то, что происходит со мной и что происходит со всеми нами, да, мы все, все стараемся друг другу помочь, все волонтеры, все воины, все борцы, все спикеры, все делают все. Это важно понимать, что вот каждый на своей фронте, что лучше получается, то и делает.
Как удается собрать себя для того, чтобы выступить? Потому что вот ту деятельность, которая у тебя вот сейчас есть, и те деньги, те суммы, которые ты собираешь, это просто, ну, я вот напомню, может быть, кто не знает, что вот выступая в Германии было собрано 67 миллионов евро, Литва 52 тысячи евро и Да, Румыния почти миллион евро. Это да, колоссальные деньги. Это, да, ну, это реально супер помощь украинской да, армии, но это надо да. было найти силы, собрать себя. Тут вот, знаешь, очень важно сказать, что все, кто хоть как-то по-разному относились к самому конкурсу Евровидения, должны сейчас осознать такой маленький момент, что это огромная комьюнити, масштабный конкурс, в котором мало того, что есть песни, есть фаны, есть конкретные страны, которые вот только сейчас и здесь показывают свое отношение. То, что в Берлин меня пригласили на национальный отбор, то, что они инициировали этот сбор с 25 февраля именно под Евровидение они его закончили. Это продакшн ARD, то есть это их фонд. Это важно понимать, что да, эти деньги там не где-то складируются, там, это конкретно вот в Берлине они сами занимаются этим распределением. Я до конца не то, что не планировала вообще петь, ну нет, я не могла даже говорить. И я когда приехала в Берлин, я думала, что я проведу серию интервью, да, и, скажем так, для меня это было более важным даже, чем пение. Я не осознавала еще до конца вообще важность самого этого перформанса, да. То есть я думала, что да, мне важно выступить там были самые большие крупные издания, которые берут крупных политиков, интервью и так далее, и так далее. Вот это вот для меня было, наверное, первоначально. Но когда я узнала вообще всю суть этого мероприятия, до меня вообще тогда вообще на сцене уже дошло вообще, зачем я приехала и зачем я буду сегодня петь. И вот это вот я могу сказать, что это вот прям вот само вот все звучало. Я настолько, знаешь, всегда такой музыкант, вокалист, которому надо время, у меня есть определенные ритуалы, я люблю распеться, люблю помолиться и так далее, и так далее. Я просто шла, знаешь, я ничего не слышала, ничего не видела, я вышла на сцену, мне сказали, вот тут будешь петь, хорошо, вот тут буду петь, и все. Но когда я начала петь, вот в этот момент, буквально пару секунд, оно вот просто, понимаешь, полилось как плач, как я не знаю что, и я осознала, что, боже, действительно, эта песня сейчас еще больнее звучит, потому что каждое слово еще живее. Вот в чем абсурд? Ведь я писала это о 44-м году, и мы говорим все время после Второй мировой войны. Весь мир кричит, говорит never again, never again. Что? Never again, как never again happened again. То есть это получается, что конкретно мы видим сейчас, что на глазах у всего мира приходит сосед и просто устраивает террор, кровавую войну в самом центре Европы, на большой части Европы. Поэтому да, я говорю, отвечая на твой вопрос, я не планировала ничего собирать, не делать никаких ивентов, я просто была мамой, которая в шоке увозила своих детей. Но сейчас все поменялось, потому что я действительно открыла 28-го, как только пересекла границу и оказалась, скажем так, детей положила в прямом смысле и открыла свой фронт, в котором я действительно очень много даю интервью, вот эти вот сборы, да, то есть это разные организации. Сколько собрали, Господи, для нас каждая помощь, и это важно понимать. 52, миллион, 67, это все, понятно, разные страны, разный достаток и так далее, но важно понимать, что это люди, обычные люди, пока политики думают между капелек, как зайти, выйти, бояться и так далее, они все время размышляют, риски и прочее, люди уже делают, люди уже посылают гуманитарную помощь, люди уже голосуют за Украину своими СМС. Колоссальная поддержка мира, которую я вот ощутила за эти 16 дней. Более того, будет еще Мадрид, вот 5 апреля то же самое они инициировали. 5 апреля будет тоже финал отбора Испания, Евровиденский отбор, и тоже они будут собирать деньги.
и за это им огромная помощь, и вообще всему конкурсу Евровидения. Я никогда не думала, что они так поддержат нас, и то, что они даже приняли решение, поверьте, это очень сложное решение, которое они приняли, чтобы Россия не участвовала в этом году. Но это единственное правильное решение, потому что если мы вспомним, как создавался конкурс Евровидения, что это было после Второй мировой войны, да, чтобы объединить Европу, чтобы ее сплотить. Каждая страна выходит со своей песней, со своим лозунгом, со своим настроением, со своим флагом. А тут, когда просто тебе говорят, что тебя не существовало, этой твоей страны нет, языка нет, и вообще все, ну, просто пытаются обмануть весь мир, но не может же быть люди не могут же быть люди дураками. Ну, это же просто геноцид средь белого дня. Как это называется? Это и называется фашизм, то, что делает сейчас Россия с нами. И тут действительно как-то, ну, может, это естественно, ничего здесь уникального нет, хотя действительно это колоссальная поддержка людей. Ты у себя в сторис показывала, как ты пересекала границу, в том числе, что очень много помощи волонтеров, Да, которые да. в Европе это все подхватывают, поддерживают, и то есть знают, что происходит на самом деле, и почему-то в России, ну, вот такая вот странная реакция. Вроде бы есть интернет, ну, можно же все посмотреть, ну, как-то сверить свои новости там с мировыми даже новостями, пусть не с украинскими, и почему-то все равно как будто бы стена. У меня был тоже момент вот этой вот активной борьбы, да, то есть и посты на русском, и обращения на русском, и хотя моя позиция сейчас, даже если большие СМИ переводят там такие какие-то болгарские, греческие, немецкие и так далее, то есть я стараюсь говорить на украинском, если они все равно переводят мой язык, то есть если это не английское издание, то есть важно принципиально для меня, я говорю на украинском. Но в данном случае я говорю на русском, чтобы меня понимала русская аудитория, да, русскоговорящая аудитория. Потому что, ну, получается, что весь мир получает одну информацию, но две страны, Россия и Беларусь, получают какую-то другую информацию и как будто бы самую правдивую. Ну, то есть вот мне кажется, очень долгой спланированная история, которой 8 лет, в этих людях постоянно зарождали такое отношение к нам. Я думаю только так. Я не политолог, я не там... Но мне есть ощущение, что за эти 8 лет они очень хорошо успели промыть мозг в прямом смысле очень большому количеству людей, очень большому количеству населения своего, тем, что у нас там как-то притесняют русских, что у нас там как-то относятся не так к русским, и что мы все время там, ну, как-то себя выхваляем и так далее, и так далее. То есть что-то в их мире происходило 8 лет, и мы расслабились, мы не наводили на это фокус, на мой взгляд. Мы жили и развивали свою страну как могли, при том, что у нас забрали большие части нашей страны, нашей территории. Но мы пытались сохранить то, что есть, и развивали то, что есть. Успешная, красивая, независимая, со своим, не знаю, со своей политикой, музыкой, историей, модой, боже мой, да, что угодно, понимаешь? И вот так. Это, ну, это большая трагедия. Я не знаю. Конечно, мы все восстановим. Если можешь обратиться к украинцам, которые в очень разной ситуации оказались. Кто-то в регионах, где спокойно плюс-минус, где-то там, где менее спокойно, да, где, ну, кто-то вообще в ужасных абсолютно условиях, в этих городах, которые просто Россия как будто хочет стереть с лица земли. Важно то, что наша страна, она огромна, и она настолько богата людьми в первую очередь, ведь у нас очень талантливые, очень уникальные люди. Мы все выстроим, мы все построим, мы все вычистим. Я просто прошу держать
вот это вот стержень, который у нас есть. Мы не можем быть рабами, мы не можем сдаться, мы не имеем права. Как бы нам тяжело сейчас не было. Кто-то в подвале, кто-то на передовой, кто-то словами, всеми способами. Но мы не можем, не имеем права дать слабинку, да, скажем так, там, сдаться, не дай бог, потому что мы не сможем в этом жить. Мы не сможем, мы не такие. И мы это показали. И то, что у нас 30 лет независимости, это действительно для нас важная дата, важное это начало нашего пути, начало. Я, правда, прошу всех беречь вот этот стержень силы и, конечно же, не осуждать, не дай бог, того, кто уехал или кто остался по разным причинам. То есть очень важно понимать, что кто-то действительно считает нужным остаться. Кто-то считает, что более полезным будет, если он выйдет и будет что-то делать, и таким образом привлечет больше помощи и больше внимания. То есть очень важно быть сейчас максимально в коммуникации с государством, с президентом, с армией, с волонтерами. То есть слушать, прислушиваться, не стараться геройствовать или идти против течения. Важно, чтобы мы сейчас шли как один организм, и тогда мы непобедимы. Я в это верю. Слава Украине! Героям слава!